рада приветствовать вас, наши телезрители, на Челны ТВ, программа «Лицом к лицу», и я ее ведущая Луиза Сафуанова. Полилингвальный образовательный комплекс в Набережных Челнах планирует открыть с 1 сентября. Образовательный процесс будет проводиться на русском, татарском и английском языках. Уже известно, что преподавать будут лучшие выпускники НГПУ. Какая работа ведется с будущими преподавателями, а также о дефиците педагогических кадров, мы сегодня поговорим с ректором НГПУ Альфинур Галиакберовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Альфинур Азатовна, открытие полилингвального комплекса в Набережных Челнах в родительском сообществе вызвало бурное обсуждение. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок обучался в школе такого формата, но мы все понимаем, что стены далеко не главное. Решающим фактором является педагогический состав. Управление образования разработало концепцию полилингвального образовательного комплекса совместно с НГПУ. Расскажите немного об этой концепции. Действительно, исполнительный комитет города Набережные Челны совместно с Набережно-Челнинским государственным педагогическим университетом разработали концепцию полилингвальной школы, и на совместном совещании с участием мэра города Набережных Челнов Магдеем Наилем Гамбарычем эта концепция была рассмотрена, одобрена. Суть концепции заключается в том, чтобы в стенах этой школы, полилингвальной школы, обучать, и как результат должен быть выпускник гармонично развитой личности. И в основу этой концепции мы закладываем, конечно же, в первую очередь воспитание. Языковая подготовка, подготовка по специальностям – это очень важно, но без воспитания гармонично развитой личности, и в первую очередь мы большое внимание будем уделять также и дополнительному образованию. У нас есть предложение полилингвальной школе по части развития дополнительного образования в стенах полилингвальной школы. Это, наверное, очень важно в развитии вот такого типа образовательного учреждения. Альфинур Азатовна, на ваш взгляд, наши челнинские преподаватели готовы работать в школе такого формата? Что касается наших выпускников, а сегодня уже прошел отбор выпускников именно с такими требованиями, когда выпускник знает в совершенстве татарский, английский и свой предмет, и русский, и, естественно, язык. Мы такой отбор уже провели. Наши студенты представляли себя, раскрывали свое портфолио и проводили открытые уроки на базе 39-й школы. Все они хорошо справились, 16 наших выпускников, и были одобрены кандидатурам директором этой школы. Что касается учителей, понятно, что в составе педагогическом будут не только выпускники Набережно-Челнинского государственного педагогического университета, но и опытные педагоги. И вообще педагогический состав считается наиболее продуктивным, когда есть баланс соотношения педагогического состава. Это и опытные профессионалы своего дела, возрастные, и среднего возраста педагоги. И, конечно же, обязательно как минимум 30% педагогов на сегодня, в сегодняшних требованиях педагогического образования, это должны быть и молодые учителя. В то же время мы будем вести сопровождение наших выпускников, так называемое постдипломное сопровождение. У нас уже выстроена определенная работа на базе 39-й школы и на базе 42-й школы. 42-я школа вообще у нас является базовой школой, и там у нас расположена базовая кафедра, где мы ведем работу с молодыми учителями, выпускниками нашего университета. Причем отмечу, что треть педагогического состава – это наши выпускники, это молодые учителя. И опыт этой работы показывает, что когда они приходят вместе, у нас там порядка 16-17 человек, им более комфортнее в педагогическом коллективе, и они друг друга поддерживают, и мы осуществляем наставничество молодых учителей. Поэтому такую же работу мы хотим выстроить и в полилингвальной школе. Я думаю, директор
школы, мы предварительно с ним разговаривали, будет не против такой работы, которую мы будем там проводить. Ну вот один из самых волнующих вопросов среди родителей, потенциальных школьников этой школы, да, кто будет преподавать в начальных классах? Это будут вчерашние выпускники, либо все-таки преподаватели с опытом? Должен быть баланс, еще раз повторяю, это должны быть и опытные педагоги однозначно, и молодые учителя, и я, наверное, посоветую родителям не беспокоиться по поводу того, что приходят молодые учителя. Дело в том, что сегодня молодежь, я наблюдаю за этим, она достаточно прогрессивная, креативная, она готова к изменениям, она близка к детям, и по возрасту, даже если у них идет разрыв, они понимают детей. И вот сейчас учебный и образовательный процесс у нас выстроен таким образом, что мы даем компетенции не только по предмету, но мы сейчас максимально в педагогическом университете ставим задачу по развитию компетенций по коммуникации. И в частности, вот с этого года мы вводим программу «Педагог дополнительного образования», где первый курс полностью, 100% у нас занимается либо в научной проектной деятельности, либо в творческой каком-то коллективе, либо в спортивной секции, либо в научной проектной деятельности. И это позволяет им коммуницировать друг с другом и выходить с проектами. Причем его задача не просто заниматься в этих кружках, а выйти с каким-то результатом и показать этот проект, презентовать, его суметь организовать, в том числе и детей. Вот эти навыки на сегодня мы уже нашим выпускникам тоже даем, и это большое значение имеет тогда, когда они приходят в школу. Эти компетенции у них, конечно же, есть. И кроме того, на сегодня учебный процесс выстраивается таким образом, что большая доля образовательного процесса отводится под практическую деятельность. На сегодня по требованиям федеральных стандартов 60% образовательного процесса – это практическая деятельность. То есть они выходят в школы, они выходят в детские сады, они умеют уже работать с детьми. И все это позволяет не опасаться родителям молодых учителей. Единственное, мы ведем вот сопровождение наших молодых учителей на базе 42-й школы. У нас есть лаборатория комплексных исследований, и мы проводим психофизиологическое обследование состояния наших молодых учителей. Понятно, что определенные стрессовые ситуации у молодых учителей возникают. И в большей степени это в отношениях с родителями. То есть у них есть какие-то определенные опасения перед родителями. И эта работа, эти опасения есть не только у молодых учителей, но и у старшего поколения. Но для молодых они более, так скажем, более стрессовые. Поэтому мы их обучаем, наших студентов, на базе вот нашего лаборатории комплексных исследований адекватно относиться к конфликтным ситуациям. Учим их на основе регулирования дыхания реагировать на ту ситуацию, которая может сложиться. Поэтому на сегодня возможности педагогического университета достаточно большие в подготовке педагогов и молодых учителей. Мы также будем постдипломно проводить сопровождение, повышение, соответственно, квалификации. И у нас молодым выпускникам мы определяем своих наставников. Особенно вот в базовой школе 42-й. То есть в самой школе? Наши преподаватели ведут сопровождение молодых выпускников по тем проблемам, которые у них возникают. В том числе и психологического характера. То есть мы методически помогаем, у нас есть хорошие специалисты, психологи, которые с ними также работают. Такую же работу мы собираемся выстраивать, в том числе и в полилингвальной школе. Ну вот что касается полилингвальной школы, я так понимаю, что будущие преподаватели, они должны в совершенстве владеть 3 языками. Татарский, английский и русский. Но давайте представим ситуацию. Педагог от Бога очень хочет работать в этой школе, но не владеет каким-либо языком. Что тогда?
Эта проблема есть. Она озвучивалась на совещании с участием мэра города Набережной Челны Наиля Магдеевым. И есть решение этой проблемы. В структуре Набережно-Челнинского государственного педагогического университета есть институт повышения квалификации. И мы договорились, что те специалисты, в которых заинтересована билингвальная школа, они будут проходить обучение параллельно. Обучение рассчитано минимум на 1,5 года. То есть, в принципе, они начнут уже работать и параллельно будут обучаться английскому языку в стенах нашего университета. У нас хорошие специалисты по английскому языку, по филологии. Поэтому я думаю, что мы эту проблему будем решать. Причем мы будем выстраивать для каждого учителя индивидуальную траекторию обучения. У нас обучение сейчас модульное. То есть эти модули можно вставлять и работать с учителем. И по его предмету мы будем, соответственно, обучать терминологии этой предмета. Если это математика, то больше на математические термины будет упор. Если это физика, на физику, термины по физике. Поэтому эта проблема тоже будет решаться. Вот не секрет, что Набережные Челны испытывают серьезный дефицит в педагогических кадрах, особенности в учителях физики, химии, биологии, математики. Как решается этот вопрос на сегодняшний день? Действительно, такой дефицит есть. И эта проблема, она известна по городу, и она проблема не только города Набережных Челнов, это проблема Республики Татарстан, даже Российской Федерации. Поэтому и Министерством просвещения принимаются меры по увеличению бюджетных мест в педагогических вузах. Для решения этой проблемы, в принципе, вот на сегодня частично мы эту проблему закрыли тем, что вышел закон о возможности работать нашим студентам, окончивших 3 курса, где мы даем основы педагогических знаний. После 3-го курса они могут работать в школах. Мы им выстраиваем индивидуальный график обучения. Не любому мы даем разрешение идти в школы, но те, которые психологически к этому готовы, они уже работают. И, соответственно, вот этот определенный дефицит по кадрам мы закрыли. Дальше эта проблема, конечно же, более актуальна, потому что часть учителей-пенсионеров будут уходить. И, естественно, мы видим решение этой проблемы, в том числе и решением проблемы по переподготовке кадров. То есть те предметы, где избыток учителей, мы будем переобучать, переподготавливать. Ну, к примеру, биолог может переподготовку провести в части преподавателя географии, по предмету физика, к примеру, и так далее. То есть управление образования все эти проблемы знает, где дефициты, и, соответственно, предоставляет нам эту информацию, и мы в четком взаимодействии будем эти проблемы совместно решать. Ну, бывают и такие случаи нередкие, когда педагог просто выгорает, поэтому покидает стены школы. Есть ли какая-то помощь, чтобы такое не произошло? У нас есть опыт проведения курсов повышения квалификации по преодолению функций по педагогической деятельности, так называемое педагогическое выгорание и создание условий по стрессоустойчивости. Еще раз вернусь, у нас есть оборудование очень хорошее, лаборатории комплексных исследований, психофизиологическое оборудование. И мы 2 группы уже учителей по решению этой проблемы повышения квалификации провели. Суть его заключается в том, что учителя учатся регулировать свое состояние. Как правило, это связано с органами дыхания. И вот то оборудование, которое у нас есть, позволяет это делать. Поэтому здесь мы также, я уже говорила с молодыми учителями, 42-й школы мы тоже такое повышение квалификации проводим точечно и готовы то же самое делать и с учителями города Набережной Челны, тем более у нас опыт такой работы уже есть. А самостоятельно учитель может обратиться?
Да, при прохождении конечно. вот этого курса? Конечно, к нам в университет можно обратиться. На сайте все у нас данные есть. В том числе есть вход в раздел «Наука», там лаборатория комплексных исследований. Мы, соответственно, такую работу проводим. А чаще кто направляет? Директора, либо психологи? Ну, у нас были учителя разных школ, где возникали конфликтные ситуации. Мгм. И вот эти две группы мы обучили, и это очень хороший определенный результат, потому что с ними работают и психологи, и в том числе заведующие лабораторией. У нас медицинское у него образование есть базовое, определенные процедуры, определенные взаимодействия с той аппаратурой, которая есть в наличии в лаборатории комплексных исследований. Результаты хорошие? Результаты хорошие, потому что человек учится управлять дыханием, что, естественно, влияет на изменение пульса, на изменение состояния человека. И таким образом в экстремальных ситуациях после нескольких таких тренировочных занятий он уже, организм сам автоматически включает вот этот навык, который они приобретают уже после прохождения этих курсов. Альфинура Азатовна, дистанционное обучение показало, что сегодняшние учителя должны обладать большими навыками, быть чуть ли не айтишниками. Вот, учитывая современные реалии, изменился ли процесс обучения будущих преподавателей? Надо сказать, что для нас, для Набережно-Челнинского государственного педагогического университета, переход на дистанционное обучение не явилось чем-то из ряда вон выходящим, потому что мы уже с 2018 года поставили задачу по программе Moodle загрузить все свои лекции и готовиться к онлайн-формату. Вы понимали, что это будущее, и в той или иной степени, в процентном соотношении образовательный процесс тоже будет проходить в онлайн-формате. Поэтому в период пандемии большая часть педагогического состава у нас была готова к такой системе обучения. Но понятно, что весь образовательный процесс перевести в онлайн сопровождение практически невозможно. Поэтому тот опыт, который мы наработали, для нас уже сейчас очевидно, по каким предметам, какие темы мы можем проводить в онлайн-формате, а какие однозначно требуют реального присутствия студентов. И в то же время вот эта система онлайн нам дала возможность развивать вот эту систему онлайн-обучения. Особенно более качественно это повлияло на работу с заочниками, потому что для них онлайн-формат оказался наиболее приемлемой формой и удобной формой. Тем не менее, мы не говорим, что с заочниками мы работаем только в онлайн-формате сейчас. Наработав такой опыт, мы для себя сделали выводы и определенные дисциплины, в частности, с привлечением очень хороших специалистов с Москвы, с Петербурга, из-за рубежа. У нас очень активно мы работаем сейчас в международном образовательном пространстве. Особенно вплотную мы работаем с французскими коллегами. У нас есть соглашение взаимодействия с Реймским университетом, Шампань, Арден, Франция. Мы разрабатываем цифровой симулятор педагогической деятельности. Мы его уже запустили в образовательный процесс. И это тоже как элемент определенного инновационного формата преподавания. Сейчас мы работаем над авторской моделью цифрового симулятора. И у нас в мае, 28 мая, будет форум международный, педагогический, образование, реалии, перспективы. И мы планируем там представить вот эту авторскую модель цифрового симулятора педагогической деятельности, разработанной совместно с французами. А во время дистанционного обучения приходилось ли выезжать в школы для помощи рядовым преподавателям? Было ли такое? Да, конечно, мы это практикуем. У нас Институт повышения квалификации и ранее практиковал такую систему обучения учителей с выездом на место в такие дальние районы, как Черемшан, Бавлы, Азнакаево и так далее. Поэтому эта система сейчас тоже практикуется у нас и будет дальше развиваться.
И наиболее передовые формы онлайн-обучения мы тоже сейчас при Институте повышения квалификации апробируем, и достаточно хорошо и эффективно они показали себя в работе. Наш город испытывает кадровый голод и специалистов, которые работают с детьми с ментальными нарушениями. В этом плане проводится ли какое-либо обучение будущих тьюторов? Сегодня у нас так поставлен образовательный процесс, что мы однозначно в рабочие программы включаем навыки работы наших студентов с детьми ОВЗ. Это и требования федеральных государственных образовательных стандартов, и требования закона об образовании. Сейчас любой родитель, у кого есть ребенок-инвалид, может отдать в обычную школу своего ребенка. К этому надо быть морально готовыми, прежде всего морально, потому что все остальное учитель сможет сделать. Поэтому мы своих студентов обучаем также на оборудовании, которое у нас есть в лаборатории комплексных исследований, работе с приборами, которые необходимы для работы с такими детьми. И очень много у нас студентов, которые проходят практику в школах и в организациях, где обучаются дети с нарушениями. Это так называемые дети с ограниченными возможностями здоровья. Также у нас очень развито волонтерское движение, и наши студенты добровольно работают с детьми, особенно вот в центре «Чудо-дети». И у нас хорошие результаты в части навыков тьюторского сопровождения. Кроме того, в составе нашего университета есть индустриально-педагогический колледж. Это вообще в Челнах 2 педагогических колледжа. Самостоятельный педагогический колледж и в составе нашего университета индустриально-педагогический колледж. Есть специальность коррекционная педагогика, где мы специально готовим наших студентов к работе с такими детьми. Поэтому тьюторами они могут работать однозначно. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Альфинура Азатовна, спасибо большое за откровенный и очень информативный разговор. С вами была Луиза Сафуанова. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь на телеканале Челны ТВ.